Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Города и крупные районные центры Якутии этим летом украсили новые арт-объекты. А модное слово «мурал» теперь на устах у многих якутян. О фестивале «Лето Якутия» мы сегодня поговорим с гостями студии, арт-критиком и куратором фестиваля Евгенией Новгородовой и художником фестиваля «Лето Якутия» Самсоном Асатыковым. Евгения, Самсон, здравствуйте. 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 Направление мурал-арт появилось не так давно в искусстве. Крупные художественные полотна на зданиях в европейских городах, в российских городах, у нас в городе не только украшают, но и привлекают туристов. Для Якутии именно какие цели ставились в первую очередь? Какой был основной посыл создания вот таких интересных арт-объектов? Да, действительно, мурал как направление в искусстве появилось в 20 веке. И даже такие первые предвестники появления муралов можно отследить уже в начале 20 века у знаменитых художников и в Европе, и, допустим, в Латинской Америке, в Соединенных Штатах. Художники активно начали выходить на улицы городов и творить, создавать, расписывать стены и здания. В России муралы появляться начали активно, наверное, в 90-х, в начале 2000-х годов. И вот наша республика, наши города и села тоже стали частью этого большого творческого процесса. Вообще основная задача того, чтобы сделать искусство и художников сделать ближе к жителям городов. Потому что, согласитесь, не у каждого жителя, простого горожанина, особенно у тех людей, которые живут очень далеко, в каких-то отдаленных районах нашей республики, есть возможность часто посещать музеи, картинные галереи, выезжать в другие города. Поэтому задачей нашего фестиваля было привнести искусство в жизнь каждого. Сделать искусство доступней. Именно так, да. Это вот одна из основных задач вообще мурального искусства, да, стрит-арта как такового, уличного искусства, когда художники творят для всех. Лето в Якутии короткое. Работы, я так понимаю, длятся довольно-таки продолжительный период времени, и художников не так много, которые занимаются муралами. Все ли удалось осуществить в рамках фестиваля, что уже задумано? Когда мы задумывали этот фестиваль в начале этого года, одним из главных наших решений было о том, что на фестивале мы будем сотрудничать только с художниками из Якутии. Потому что нам бы хотелось именно повысить уровень наших художников, дать им такую возможность, чтобы они творили на территории своей республики, расширяли свои портфолио, приобретали новые навыки. Конечно же, таких художников с опытом работы в таком масштабе в нашей республике не так много. Их, можно сказать, единицы, и по пальцам можно пересчитать. Это бесценные специалисты, и мы очень благодарны всем участникам фестиваля, которые откликнулись на наш призыв. И для многих, для большинства из них, да, будем честны, работа в таком масштабе – это первый опыт в жизни. Поэтому это тоже ответственный шаг, когда художник решается, до этого работавший, допустим, на холсте, да, или в графике, с акварелью, в совершенно других размерах, берет на себя такую ответственность работы в большом масштабе. В том, что касается сезонности нашего фестиваля, когда мы думали над названием, вообще у жителей других регионов России, да, и других стран мира чаще всего Якутия не ассоциируется с летом, да, согласитесь, для многих все-таки... А в этот день я спал, да? Да, именно так. Поэтому нам бы хотелось показать, что Якутия разнообразна, и не только по погоде, да, но и также разнообразна культура Якутии. Большинство людей знает о нашей традиционной якутской культуре, которая разнообразна и богата. И нам бы хотелось показать и другим регионам России, и всему миру, что в Якутии также активно развивается современное искусство, развивается уличное искусство, и у нас есть талантливые художники, которые работают и в этих техниках. Поэтому фестиваль будет продолжаться. Лето заканчивается, осталось буквально пару дней до его окончания, но у нас основные работы по созданию росписи муралов завершены, и мы переходим к такому второму этапу в 5 городах и будем создавать инсталляции, скульптуры и арт-объекты. Здесь, в принципе, температура не должна нам помешать. Ну, наверное, Самсон, вопрос тебе, как непосредственно художнику и творцу. Насколько сложны оказались в исполнении муралы для якутских художников, и что было самым трудным, может быть? Основная сложность была в переносе рисунка с эскиза на сам мурал,
То есть там нужно было использовать координатную сетку, чтобы сделать такую же потом на стене и перенести ее полностью один в один на стену. Ну а с точки зрения самого нанесения изображения уже в принципе проблем не возникает, да? Да, там краски все уже были готовы, все цвета были подготовлены, поэтому оставалось лишь брать и рисовать. Но вопрос возникает такой о долговечности этих работ. Все-таки страшные перепады температуры, больше чем в 100 градусов у нас в республике. Насколько долговечны эти работы и какие технологии применялись для их изготовления? Краски специальные, фасадные, и нам обещали, что примерно 10 лет они продержатся на стене. То есть это специальные водоотталкивающие? Это водоэмульсия, да, специальная фасадная для таких наружных работ и агрессивных сред. Ну и потом, в принципе, если какие-то повреждения природного характера появятся, то их будет, в принципе, очень легко и да, подкорректировать. Да? Нужно будет и подкрасить, и подкорректировать вполне легко. Евгения, для вас, как для арт-критика, ну и куратора, естественно, этого фестиваля, какие работы из выполненных в этом году на этом фестивале показались самыми удачными и ценными с точки зрения именно искусства? Очень сложный, каверный вопрос, можно сказать. Мне, как куратору, одному из организаторов фестиваля, невозможно выделить кого-то, поэтому я вкратце, наверное, расскажу пару слов, да, о тех объектах, реализованных уже сегодня, и поблагодарю всех наших художников. Кыдана Игнатьева, да, это, пожалуй, один из самых известных якутских художников, художник с опытом, который уже работала в масштабе и создавала великолепные муралы в Якутске. И в рамках нашего фестиваля Кыдана создала уже мурал в городе Алекминск «Девушка на велосипеде». И нам невероятно приятно получать отзывы от жителей Алекминска, которые уже говорят о том, что сейчас в Алекминске 3 достопримечательности. Это собор, это скульптура Риколена, нашего известного скульптора Николая, да, и мурал Кыданы, да. Далее, конечно же, Софья Шилова, которая работала в городе Удачный, и великолепный мурал «Гармония» на фасаде жилого здания тоже вызвал отклик в сердцах всех жителей города Удачного. Николай Григорьев, молодой преподаватель Якутского художественного училища, который нас также поддерживает в процессе работы. Николай расписал одну из стен по центральной улице города Вилюйска совместно с инициативной группой Вилюйского центра помощи детям-сиротам. И нужно отметить, что все ребята включились в процесс и помогали художнику. Вот буквально сегодня вернулась из Нюрбы Анна Савина. Также создала прекрасный мурал там на фасаде жилого здания с изображением 3 лошадей. А лошадь — это один из главных символов якутской культуры. Аяна Иванова работала в селе Бердигистях. И там жители выбрали мурал с изображением одной из достопримечательностей горного Улуса – это Синьские столбы. Теперь у них на фасаде вот в самом селе Бердигистях есть прекрасный мурал от Аяны, и помогали его создавать также активисты и волонтеры горного района. Ребята, которые работали в Якутске, молодые художники. Отдельно хотела бы отметить их, потому что все очень молодые люди, вот как Самсон, да, им 20 с небольшим лет, и они расписывали тепловые пункты. Пункты были подготовлены совместно с Якутскэнерго, и у нас были задействованы средства главы города Якутска. Спасибо всем, кто принял участие и дал такую возможность молодым художникам. И вот появился мурал, который создал Самсон. Близость расстояния, 2 влюбленных, изображенных, соединенных музыкой. Это тепловой пункт возле музыкального училища. Молодая художница Кюнней Кириллина, которая работала на тепловом пункте, расположенном на въезде в город Якутск, и создала потрясающую работу «Счастливая семья». И художники Александра Алексеева, Дима Румянцев, Кюнней Тимофеева расписывали в такой современной, яркой манере стену скейт-парка в новом общественном пространстве города, ворота Якутска. Да. Тоже ребята большие молодцы, и сейчас их работа вызывает массу эмоций, восторгов у детей, которые, у жителей района, да, города, которые ежедневно посещают эту новую площадку. И сейчас, прямо в этот момент, работы ведутся в городе Среднеколымск. Работает молодая художник из Среднеколымска Галина Слепцова, создает роспись фасада нового детского центра искусств.
в городе Среднеколымске, который должен вот открыться буквально там, через считанные дни, недели. И работает Кыдана в своем родном селе, в Чурапча. Это тоже большое событие для всех жителей села и района. Это такое большое возвращение художника подарок. И буквально вот художник тоже молодой, наш выпускник Якутского художественного училища и Красноярской академии искусств Федосий Заровняев выезжает в Амгу, где создаст мурал под названием «Красавица Амга». Но вот что касается муралов, которые расположены на зданиях жилых домов, все эти работы согласовывались с жителями, с собственниками помещений и, может быть, я, конечно, в это не верю, возникали ли какие-то сложности с согласованием этого изображения? Ой, сложности возникают всегда, потому что сам процесс творчества, да, создания любого объекта искусства, это всегда процесс такой открытой дискуссии, да, в которой вступает художник как творец, инициатор, да, того или иного произведения искусства. И, конечно же, публика, самая широкая. Но для того, чтобы достичь взаимопонимания, да, со всеми участниками процесса, мы, как организаторы фестиваля, на наш взгляд, разработали хорошо работающую такую стратегию, да, когда каждый художник, который работал в том или ином городе или селе, предлагал несколько вариантов эскизов. И объявлялось голосование. Голосование проводилось только среди жителей этих населенных пунктов. Как правило, это Инстаграм, какие-то другие социальные сети, где опубликовались все эскизы, и жители путем прямого голосования, высказывания своих комментариев выбирали вариант, который им наиболее по душе. Самсон, расскажи, какую работу исполнил ты, какие варианты предлагал, из чего люди выбирали? Вариант был сразу один. Это тот самый рисунок близость расстояния на тепловом пункте около музыкального училища. И, в принципе, Идея пришла, идея озвучил, и идея была сразу принята на ура. Верно. Насколько эти работы долговечны, мы уже выяснили, 10 лет, но какова дальнейшая судьба, кто будет следить за ними, кто будет ухаживать и кто, кроме жителей, сможет их лицезреть? Существуют ли конкурсы какие-то, может быть, международные выставки муралов, как-то вот массово, чтобы это все до зрителя донести? Да, я вот немного дополню, да, в случае с Самсоном, да, в Якутске для молодых художников мы объявляли открытый творческий конкурс. И здесь уже молодые художники отправляли нам свои работы. Это творческие конкурсы были в Якутске и в Нерюнгри. В Якутске роспись тепловых пунктов, в Нерюнгри роспись БелАЗа, огромной машины, которая находится в технопарке города Нерюнгри, тоже такое у них уникальное на самом деле место, где... Но она работает, эта машина? Нет, это все списанная техника, да, которая вот стоит там. И поэтому молодые наши художники вот отправляли нам эскизы, а уже экспертный совет выбирал лучшие. Вот Самсон один из победителей в Якутске, а сестры Лебедевы, Ирина и Елена, победили в конкурсе в Нерюнгри. И вот буквально на прошлых выходных завершили роспись огромного БелАЗа, также с помощью волонтеров нерюнгринских. Мы всех всегда очень благодарим за помощь нашим художникам, потому что объемы большие. Вот завершили в Нерюнгри. Относительно дальнейшей судьбы, конечно же, мы надеемся на то, что, вот как заявлено, да, объекты там, на протяжении 10 лет сохранят свою яркость и основные элементы, а дальше, основываясь на опыте международном и российском, это либо реставрация их, да, то есть повторное окрашивание тех элементов, которые, возможно, будут там повреждены или где краска потускнеет, либо создание сверху другого изображения. Это ведь такая же картинная галерея, это такая же стена, да, на которую можно будет что-то другое изобразить по прошествию времени, возможно, более актуальное, уже дать возможность работать следующему поколению художников. И мы, конечно же, планируем осветить, отправить вот фотографии всех наших работ, фотографии, профессиональные видео на международные конкурсы, для международных каталогов, для того, чтобы работы, которые созданы на территории республики, были опубликованы по всему миру, и люди из разных уголков нашей планеты смогли лично лицезреть и убедиться, что в Якутии есть уличное искусство. Ну, фестиваль закончится вот со дня на день. Когда будут подводиться итоги и какие идеи и планы у вас, может быть, появились новые в ходе реализации этого проекта?
Фестиваль, лето заканчивается со дня на день, но фестиваль будет продолжаться. Как я уже упомянула, мы переходим ко второй стадии создания 5 арт-объектов в городах Мирный, где в ботаническом саду будет работать замечательная наша художник Вера Петрова, будет создавать свою интересную арт-инсталляцию «Игрушка». В Ленске будет работать художник из Ленска Ксения Кудрина, создавать инсталляцию, вдохновленную СРГ, она будет называться «Ресурсы». В Покровске известнейший скульптор Николай Чечасов будет создавать такой объект, скамейку, очень функциональный на самом деле, скульптура-скамейка, трилобит. В Алдане и в Батагае будут работать наши молодые архитекторы. И тоже для этих 2 населенных пунктов создадут арт-объекты. Поэтому работа у нас кипит, работа продолжается по фестивалю. И по итоге мы будем подводить уже, скорее всего, в октябре, в ноябре, но уже сейчас можно сказать, что мы получили огромное количество отзывов от жителей городов, и это были не только отзывы, были и очень конструктивные предложения. Помимо того, что наши художники создавали муралы, арт-объекты, также проводилась образовательная программа. То есть художник не просто выезжает, на это место, делает свою работу, уезжает, но обязательно общается с местными жителями, собирает их комментарии, проводит творческие, инклюзивные мастер-классы для детей, в том числе для детей с особенностями развития, которые проживают. И вот мы собрали уже вот такую, можно сказать, аналитическую сводку по разным городам, селам, и будем на основании этих сведений, надеюсь, продолжать работать дальше и улучшать нашу совместную работу с художниками, администрациями, жителями в следующем году. Евгения, Самсон, я благодарю вас за увлекательную беседу и желаю вам успехов в вашей, безусловно, интересной творческой работе. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». На фестивале «Лето Якутия» мы говорили с арт-критиком и куратором Евгенией Новгородовой и художником фестиваля Самсоном Атасыковым. До встречи в эфире.